мы продолжаем говорить о теме, которая зимой волнует каждого из нас – изменение климата. Но волновать она должна нас каждый день. И наш собеседник – эксперт по изменению климата Владимир Гребнев. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Наталья. Изменение климата – это повестка дня всего мира. И совсем недавно в Баку проходила важная конференция КОП-29, где вы были фасилитатором павильона Кыргызстана. Что это было за мероприятие и чем оно было важно именно для нашей страны? Ну, во-первых, нужно сказать, что это впервые за всю историю, это КОП-29 конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, и впервые Кыргызстан представил свой павильон. В прошлом году был павильон стран Центральной Азии, который также был организован мной, фасилитировался, и основная организация была проведена региональным экологическим центром, в котором я непосредственно работаю. В этом году уже 4 страны из региона организовали свои павильоны на конференции сторон. То есть 5 стран, 4 павильона. Это определенный контент, это определенная деятельность, это продвижение самого региона. Что это дает Кыргызстану? Какие-то преимущества в защите экологии? Ну, тут экология, изменение климата, это, с одной стороны, это близкие понятия, но достаточно разные. Вы очень хорошо отметили, что мы вспоминаем об изменении климата зимой, но на самом деле для нас и летом этот фактор является очень важным. Изменение температурных режимов осадков, увеличение количества чрезвычайных ситуаций – это те самые простые примеры, которые находятся на поверхности и показывают, что изменение климата приходит к нам. Когда мы говорим про конференцию сторон, это именно тот орган, который в рамочной конвенции ООН по изменению климата определяет политику и направление деятельности, как будет весь мир на основе каких правил бороться с вопросами изменения климата. И как чаще всего корень зла или корень основных дискуссий идет, это, конечно же, финансирование, правила игры, передачи технологий и подобного типа вопросы, которые значительно или повышают эффективность деятельности по изменению климата, или же ухудшают общие правила. Простой пример. На текущей конференции сторон была принята новая коллективная климатическая цель выделения 300 миллиардов на вопросы изменения климата до 2035 года. Ежегодно развитые страны должны выделять определенную сумму для борьбы с изменением климата. Это дает возможность хотя бы нашему Кыргызстану, как одной из развивающихся стран, получить долю того климатического финансирования для решения своих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Это на что-то конкретно выделяется под конкретные программы? В большинстве случаев проекты пишутся в самой стране в определенные так называемые финансовые окна. Это и зеленый климатический фонд, адаптационный фонд и так далее, так и многосторонние партнеры по развитию, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития. Они имеют свои так называемые климатические окна, на которые страна подает свои проекты, разрабатывая совместно с ними проекты, подавая эти проекты и получая соответствующее финансирование. Нужды определяются, ясно дело, в самой стране, но объемы финансирования, они определяются в большинстве случаев на подобного типа конференциях. Простой пример. Когда мы говорим о глобальном рельефе климатического финансирования, и который идет из зеленого климатического фонда, который является основным финансовым механизмом в рамках рамочной конвенции ООН по изменению климата, 50% всего финансирования, оно обязательно идет на страны Африки. Остальные 50% они уходят на другие остальные страны. То есть фактически Африка смогла добиться того, чтобы 50% финансирования уходило в эти страны, на этот континент. И дальше уже, как они будут распределять, это будет зависеть от того, какого качества проекты они подают и какие страны являются в данном случае лидерами. А какие у нас главные, вот на ваш взгляд, или по какому-то списку, главные климатические проблемы? Ну, проблем у нас достаточно много. Их описывали очень-очень много, но когда мы говорим по глобальным переговорам, нужно смотреть, с какой тематикой, с какой повесткой выходил Кыргызстан для того, чтобы выделиться с общей массы.
198 стран, которые участвуют в переговорах официально. И для того, чтобы получить какой-то preferable position, необходимо выходить со своей определенной повесткой. И вот в этом году и в течение предыдущего года Кыргызстан выходил с повесткой устойчивого горного развития. Эта повестка как раз стала одним из таких лейтмотивов, вокруг которых Кыргызстан объединил вокруг себя несколько других стран. И все переговоры базировались именно на основе этой деятельности. Даже сам павильон, который был организован, он был посвящен как раз Кыргызстан, двоеточие устойчивое развитие горных территорий. Составлен был Mountain Development. Что это значит, если простым кыргызстанцам, которые живут вот на этой территории? Для простых кыргызстанцев это возможность получить технологические решения, дополнительное финансирование и какие-то дополнительные политические возможности, которые позволят улучшить общие условия жизни не только кыргызстанцев, но и многих других жителей других стран, которые находятся в высокогорье. Это может быть Перу, Бутан, Непал, которые активно участвовали, Андорра, которые активно участвовали вместе с Кыргызстаном в переговорном процессе. Вот сюда входит там таяние ледников, вопросы? Если мы смотрим по таянию ледников, это так называемый медленно развивающийся процесс, но который относится именно к вопросам изменения климата, и он подпадает под одну из ключевых задач, которая была решена на 29-й конференции сторон, это запуск так называемого фонда потери ущербов. Этот фонд потери ущербов в основном был создан для малых островных государств, которые теряют свою территорию и которые восполнить или адаптироваться практически невозможно. Когда мы говорим, они уходят под воду? Они уходят под воду, они теряют свою территорию и так далее. Если мы говорим про сам термин loss and damage, потери ущербов, он именно касается той части, когда на текущем уровне экономического и технологического развития нет возможности адаптироваться к меняющимся изменению климата. Как раз к этой тематике относится и таяние ледников. Мы можем сейчас очень много высаживать леса, мы можем проводить какие-то действия, но за счет глобального потепления, изменения климата, ледники в любом случае теряются. Когда теряются ледники, мы теряем определенные benefits, которые есть от него. Это и водораспределение, изменение водного баланса, водонакопление и так далее. Это как раз та часть, которая регулируется подобного типа фондами. Этот фонд был запущен в прошлом году на КОП-28, инициирован, и сейчас официально операционализировался именно на КОП-29, когда он начал уже функционировать. В течение первых 3 лет он будет работать на базе Всемирного банка, а впоследствии штаб-квартира переместится на Филиппины, где будет функционировать в качестве самостоятельной организации, предоставляющей финансирование именно на решение подобного типа проблем. Тех проблем, которым сейчас нет возможности адаптироваться. Но как необходимо принимать решения, нужно компенсировать те потери, которые есть, и нужно изменять хозяйствующую деятельность, переселять людей, вносить какие-то технико-технологические решения для улучшения ситуации. А вот под эту программу подпадают, у нас Иссык-Куль нас очень волнует, как обычных граждан, да? Это же высокогорное озеро, вот защита Иссык-Куля может подпасть под эту программу? Но здесь нужно смотреть, первое, что нужно сказать, что сами правила выделения финансирования, они сейчас будут разработаны в течение ближайших год-два, как это обычно и бывает. Но нужно смотреть, на что будет как раз акцентирована эта деятельность. Если мы говорим про Иссык-Куль, то какая часть Иссык-Куля мы хотим защитить? Если мы говорим о загрязнении окружающей среды, то это не климатическая проблема, это же все-таки проблема антропогенного воздействия человека на окружающую среду. Если мы говорим о климатической части, то это уже немножко другая часть. Наверняка ледники, ледниковая составляющая, рек, которые подпитывают Иссык-Куль, она может попасть под эту часть. Но здесь возникает основной вопрос, который был поднят в рамках последнего отчета Межгосударственной комиссии по изменению климата. Это наличие доказательной базы, что действительно эти проблемы, которые сейчас возникают, они возникают из-за изменения климата. Если мы посмотрим по оценке уязвимости стран Центральной Азии, то мы выглядим так, как определенное, такое белое пятно
И в отчетах уже указано, что да, там есть проблемы, но данная территория является недоисследованной. Мы проводим много исследований, мы проводим много каких-то своих доморощенных материалов, но для того, чтобы эти материалы, эти исследования стали доказательной базой для международного сообщества и для выделения дополнительного финансирования, они должны быть опубликованы в специальных рецензируемых журналах, научных исследованиях, на которых основываются вот как раз обобщающие отчеты МГИК. Улучшение, увеличение подобного типа исследования, оно должно стать основой для будущей деятельности стран Центральной Азии на ближайшую перспективу. Мы много делаем, у нас есть очень грамотные, квалифицированные ученые, но система предоставления результатов этих исследований, она требует того, чтобы в течение кратчайшего времени мы могли представлять эти исследования не на своих внутренних конференциях, а именно на уровне рецензируемых журналов, Scopus и так далее. Там большое количество специальной базы такие, которые дают возможность получить лучшую представленность и лучшее отражение уязвимости нашего региона. Отрицательный вклад Кыргызстана в изменение климата незначительный в силу маленькой территории и неразвитой промышленности. Но при этом изменение климата оказывают на нас очень большое влияние из-за того, что мы сельскохозяйственная страна. Вот это как-то учитывается при разработке вот этих самых документов международным сообществом? Международным сообществом одна страна или ее влияние, оно достаточно мало учитывается, если эта страна не является таким, как вы правильно сказали, эмиттером, или который выбрасывает наибольшее количество парниковых газов. Но при этом, если мы посмотрим на саму деятельность по парниковым газам, независимо от того, где выброшена эта тонна парниковых газов, она оказывает такой же эффект, независимо это было в Африке, в Европе, в Северной и Южной Америке или в Центральной Азии. А если мы говорим об адаптации, то адаптация к изменению климата — это тот процесс, который характерен только для определенной территории. И уникальность вот нашей территории заключается в том, что для каждого момента, для каждой ситуации нам необходимо разрабатывать свои адаптационные решения и свои адаптационные планы. В рамках этой деятельности сейчас правительством Кыргызской Республики, Министерством природных ресурсов совместно с ПРООН и с Зеленым климатическим фондом разработаны так называемые секторальные адаптационные планы. И разрабатывается национальный адаптационный план, который будет детализировать ту деятельность, которую необходимо реализовать для адаптации, с одной стороны, секторов экономики, с другой стороны, всей страны к условиям изменяющегося климата. Там уже детализированы как действия, которые нужно сделать, так и финансовая составляющая. Финансовая составляющая, она идет из двух частей. Первое, всегда нужно понимать, что никакие дополнительные средства мы не получим, если мы не покажем, что мы готовы сами вкладывать. Мы понимаем, что это проблема, и мы начинаем вкладывать свои средства, то есть это собственные источники. Это могут быть как бюджет, так и уже какие-то привлеченные там проекты развития, деятельность частных компаний и так далее. И вторая часть — это отсутствующая составляющая недофинансирования, которое мы пытаемся получить из международных источников и, возможно, каких-то других. Вот эта часть, она как раз и отражена в национальных адаптационных планах и секторальных адаптационных планах, которые разрабатываются страной. Что нас ждет с точки зрения изменения климата в ближайшее время? Последствий очень много. Их достаточно большое количество информации уже было представлено. То, что климат в Бишкеке он будет приближаться к климату Джалабада, это ни для кого не секрет. То есть у нас изменяются уже погодные условия. Но мне кажется, что в этой ситуации стоит вернуться к самому КОПу. То есть у нас очень много исследований, которые на локальном уровне показывают, что нас ждет по каждому региону. И есть так называемые модели региональные, которые были подготовлены и которые дают возможность нам изменить, показать изменение температурного режима по месяцам, так и изменение осадков. Изменение температурного режима и изменение осадков, оно ведет, с одной стороны, это такие медленно развивающиеся процессы, которые там изменение температуры, но они ведут и к увеличению чрезвычайных ситуаций. Те же самые сели и паводки, увеличение частоты и разрушительной способности как раз подобного типа
чрезвычайных ситуаций, это то, что может нас ожидать согласно тех исследований, которые были проведены. Вот как раз эта деятельность, это результаты исследований, результаты работы, которая была проведена, они были презентованы в павильоне Кыргызской Республики на конференции сторон в Баку. Очень активная деятельность была проведена, 33 мероприятия было проведено как в самом павильоне, так и 2 мероприятия было организовано на полях секретариата Конвенции ООН по изменению климата. Это, с одной стороны, повышает значение самой страны в климатической повестке, но с другой стороны, оно дает возможность все-таки поднять общую тематику адаптации к изменению, которая необходима для нас, и специфическую часть адаптации именно в горных регионах. Очень большое количество мероприятий было организовано именно Министерством чрезвычайных ситуаций. Очень хорошо организовано, из доказательной базы, совместно с Министерством природных ресурсов. Они смогли организовать ряд мероприятий, которые показывают, как с одной стороны, какова ситуация у нас сейчас есть, с какими проблемами мы сталкиваемся, а с другой стороны, они могли показать те научные решения и возможности, которые уже сейчас внедряются. Это очень хороший пример, это использование искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в прорывоопасных озерах. Инновационная деятельность, которая как раз была презентована на одном из сайт-ивентов, так называемых параллельных мероприятий, который был проведен в павильоне Центральной Азии, и который практически уже действует здесь. С одной стороны, мы говорим, что у нас есть проблемы, нам необходимо решение, но с другой стороны, мы говорим, что мы уже сами разработали определенные решения. Для горных стран мы можем уже предложить те решения, которые были опробованы на нашей стране. И многие другие горные страны могут свободно использовать наработки, которые имеются у наших министерств и ведомств. Не нужно думать, что мы находимся на таких зачаточных этапах развития. В некоторых вещах мы могли сделать значительный хороший шаг при поддержке партнеров по развитию, ПРООН, Всемирный банк и так далее. И это дало возможность уже получить какой-то собственный опыт, которым мы можем сейчас уже делиться. С другой стороны, в этом году получилось уникальный и впервые за всю историю момент, когда большинство министерств и ведомств Кыргызской Республики, они организовали свои сайт-ивенты, свои параллельные мероприятия именно в этом павильоне. Чтобы организовать эти 33 мероприятия, это небольшая, так сказать, конференция на 90 минут, 1,5 часа, казалось бы, это немного. Но чтобы занять эти 1,5 часа таким образом, чтобы удержать участников, нужно разработать очень интересную программу и сделать так, чтобы она удержала их эти 90 минут. Вокруг нашего павильона было огромное количество других павильонов, порядка 200 павильонов, которые были организованы другими странами и организациями. Многие заманивали к себе участниками даже такими вот популистическими вещами, как утренним кофе, вечерним пивом, спиртными напитками. Ну, как бы ни говорили, все равно популизм, он везде присутствует. У нас таких средств не было, возможностей. Нам можно было завлечь их, с одной стороны, это контентом, это хорошо и грамотно разработанной программой в самом павильоне. И второе, это визабилити, идентика именно Кыргызстана, которая была как в оформлении самого павильона, так и в использовании бозуй, нашей большой юрты 5-метровой, в качестве переговорной комнаты. Это был очень уникальный момент, и он, если посмотреть вот сейчас назад, многие участники вспоминают сейчас КОП, и расположение тех или иных павильонов, они там... Вокруг юрты, да? Да, то есть у них там 2 прохода от юрты, 3 прохода от юрты и так далее. С одной стороны, у нас получилось, что мы находились в центре, на пересечении таком, на перекрестке. И нахождение юрт, оно дало возможность такой создать... Ну, конечно, юрта — это же центр Вселенной. Да, это центр Вселенной. И здесь он именно дал возможность не использовать вот этот популизм, кофе какие-то там покупать, грубо говоря, какими-то дешевыми бесплатным питанием, мы использовали, вот в козырей зашли. Да, это культурное наследие, которое мы смогли провести, показать
Очень много было вопросов относительно, насколько эта юрта сделана из экологичных материалов. И здесь у нас сплошные козыри. Это очень интересный был момент, когда несколько человек приходили и каждый вот ощупывали, там маленький кусочек отдирали и пытались там найти, что это кошма, она искусственная, она из синтетики сделана. И когда они видели, что даже нет ни одного железного элемента, и даже гвозди были сделаны из кожи, у них был просто шок. Экологический шок. Это положительный, достаточно хороший шок, который показал, что вот этот наш павильон, впервые, когда Кыргызстан смог выставить, и первый блин, он не оказался комом. Да. Он оказался очень успешный. И реально, когда в завершении КОПа президент, так называемый КОП президентства, они сделали небольшой ролик, который показывает наиболее яркие павильоны голубой зоны. То есть голубая зона — это та, которая администрируется секретариатом, в которую зайти можно только при наличии аккредитации, и где проходят основные переговоры и так далее. И вот среди вот этих павильонов наиболее ярких наш павильон оказался таким одним из самых успешных. Но по деньгам, если посмотреть, конечно, мы потратили не такие бешеные ресурсы, которые были потрачены другими странами для того, чтобы получить вот это визабилити и подобного типа признания. Здорово. Владимир, ну давайте все-таки вот резюмируя, у нас широкая аудитория, что мы говорили о том, что собирается делать страна, а что может сделать каждый из нас для того, чтобы снизить вот это вот изменение, давление на наш климат, вот этот выброс, углеродный след. Ну, мы много можем говорить о том, что может делать каждый человек. Из реального. Ну, не может большинство кыргызов там отказаться, перестать есть мясо. Да, мясо, сельское хозяйство, изменение структуры — это большой вопрос, который обсуждался. И на КОПе, что самое интересное, очень много фудкортов, они были вегетарианские. Да, это такая понятно. Проблема, она возникает. И в этот раз сам КОП, он проходил в той стране, которая вызвала очень много вопросов относительно климата. Азербайджан до 90%, до 87% ВВП зависит от углеводородов, от добычи. Нефть. Соответственно, здесь возникал достаточно большой вопрос, каким образом эта страна может принимать такую климатическую конференцию и при этом брать на себя обязательства. Но Азербайджан шел таким интересным путем. Они предложили систему справедливого перехода. Когда, если мы смотрим на нас, на Кыргызстан, простой пример. У нас есть ТЭЦ Бишкек, который отапливается углем. Уголь, да, это не экологичный. С одной стороны, он выбрасывает большое количество углекислого газа, то есть парниковых газов, а с другой стороны, это большой экологический все-таки выброс, который оказывает на качестве воздуха. Это серьезная проблема, но мы не можем быстро взять и отказаться от него, перевести на газ, о котором у нас нет. Мы одну неделю попробовали, нам не понравилось. Ну, здесь сложно сказать, кому в январе, помните, было? Ну да, это как бы есть такие вещи, но нужно понимать, что постепенный переход, он хотя бы направленность в этой деятельности, этот постепенный переход, это замещение и политическое желание страны хотя бы начать эти изменения и делать шаг за шагом ситуацию лучше, оно дает возможность улучшить общий такой климатический подход. А в данной ситуации они создали специальный фонд, который за счет углеводородов, компаний, которые добывают, организаций, которые добывают углеводороды, делают дополнительные отчисления в климатические проекты и делают постепенное замещение. С одной стороны, была продвинута атомная энергетика, где принято решение о утроении использования атомной энергетики, а с другой стороны, все-таки продвинуто еще использование системы замещения вместо угля, допустим, использование газа. Это углеводород, но при этом это углеводород, который меньше выбрасывает парниковых газов и меньше вредных выбросов идет. И здесь, возвращаясь к нашим возможностям, к обычным нашим возможностям,
Любая возможность, с одной стороны, она ведет к тому, чтобы необходимо сделать какие-то вложения. С одной стороны, это финансовые вложения, с другой стороны, это наличие технических доступа к техникам, технологиям, к каким-то решениям. Самый простой пример – это повышение энергоэффективности наших зданий. Снижение потерь, которые существуют в нашем жилищном, в административных зданиях. Попросту говоря, утепляют помещение. Это не совсем утепление помещения, это изоляция помещений, устранение потерь. То есть, когда мы говорим именно устранение потерь, которые возможны, контролирование использования того же самого тепла, когда ты используешь тепла столько, сколько тебе нужно. Это та система, которая используется в большинстве случаев в европейских странах, когда тепло оплачивается по счетчикам. И, соответственно, котельная, которая или там источник этого тепла работает именно настолько, насколько ты запрашиваешь это тепло. Оно дает возможность гибкого регулирования. Всем одинаково. Да, это проблема особенно старого жилищного фонда, когда мы можем видеть, что у нас, как только начинается отопление, в теплое время суток мы отапливаем улицу из-за того, что люди не могут контролировать свое отопление, они просто открывают окна для того, чтобы дышать. Это не из-за того, что люди плохие, а из-за того, что у них нет возможности именно технико-технологической для регулирования температурного режима. Это вот один из таких примеров, который сейчас возможен. Следующие вещи – это, конечно же, адаптация к сельскохозяйственной деятельности, которая у нас используется. Министерство сельского хозяйства организовало два сайт-ивента, которые были очень хорошо представлены как частными компаниями, которые работают в Кыргызской республике, так и государственную политику, которая направлена на адаптацию. Это как замещение идет наиболее климатоустойчивых культур. А и другой момент еще был по развитию сельского хозяйства и животноводства – это повышение продуктивности скота. Когда вместо 3 коров, грубо говоря, мы берем одну корову, которая производит столько же молока и дает такие же надои, но при этом выбросов от них будет значительно меньше. Это те примеры, которые вот реально были представлены, и та работа, которая сейчас ведется именно нашим Министерством водного и сельского хозяйства на данный момент времени, она стала вот центром того, что было представлено на КС-29 в павильоне Кыргызской республики. Другой момент, вот мы очень часто забываем вопросы регионального сотрудничества. Вот Министерство культуры и молодежной политики организовало очень хорошее мероприятие, которое было посвящено сотрудничеству молодежных организаций, молодежной политики, воспитанию как экологически, климатического сознания и так называемое, это по-английски идет behavior changes, это изменение поведения населения, именно начиная с молодежи. Что здесь уникально вот в подобного типа мероприятиях, оно было организовано совместно с программой развития ООН, с другими партнерами. Оно охватывало как 5 стран Центральной Азии, так и Афганистан. Молодежный представитель Афганистана также здесь принял участие. Вот эта региональная поддержка, региональные возможности, они дают, с одной стороны, изменить общее понимание, а с другой стороны воспитать плеяду лидеров, которые впоследствии уже более осознанно будут продвигать эти вопросы изменения климата как в ежедневной деятельности, так и впоследствии, когда они станут уже руководителями в тех или иных отраслях, тех или иных компаниях, или, может быть, парламенте или государстве. Это вот такие простые примеры, которые есть. Министерство образования. Мы очень часто скептически смотрим на эту часть, но здесь тоже они смогли организовать несколько хороших мероприятий, которые показали ту политику, которая реализуется в области адаптации учебных программ, внедрения новых STEM-технологий для интеграции климатической устойчивости в образовательную систему и изменения поведенческих навыков именно обучающихся. Я смотрю, делается много. Давайте в конце вот 3 основных, вот прям назовем 3 основных проблемы в Кыргызстане в связи с изменениями климата. Но если мы говорим про Кыргызстан, здесь несколько основных проблем. Это увеличение количества чрезвычайных ситуаций, изменение водного стока и так называемая конкуренция за водные ресурсы между энергетикой и сельским хозяйством, когда для энергетики вода нужна в зимний период, для сельского хозяйства она в вегетационный период нужна.
идет. И следующий блок, который мы часто не рассматриваем, это вопросы здравоохранения. По оценке рисков и уязвимости, которая была реализована в рамках 4-го национального сообщения по изменению климата, в рамках национального адаптационного планирования, вот именно сектор здравоохранения, он является наиболее недооцененным сектором, но который имеет наиболее высокий уровень уязвимости в Кыргызской республике. И это реально фактическая ситуация. Простой пример, когда болеете вы, как происходит система лечения? Болеет ваш ребенок, вы закупаете лекарства, вы выделяете свое время, и все расходы, вся нагрузка ложится на вас и на ваш семейный бюджет. Он не виден в общей государственной машине. Когда мы говорим про сельское хозяйство, допустим, или про чрезвычайные ситуации, прошел, допустим, сель, прошла лавина, она закрыла дорогу Бишкек-Ошка. На некоторых трассах мы видим, что у нас с регулярностью, с определенной проходят подобного типа ситуации, мы это замечаем, и государство это замечает, потому что ресурсы государства используются для восстановления движения по дорогам. А когда мы говорим о здравоохранении, оно ложится на плечи обычных людей, в результате мы их просто не замечаем, эту часть. Все понятно. Будем работать, каждый из нас и всей страной, над тем, чтобы таких проблем было меньше. Спасибо вам, Владимир, за подробную и интересную беседу. Спасибо вам, что были с нами. Мы продолжим беседовать об изменениях климата. Еще нам предстоит, я думаю, много бесед. Мы с вами только затронули беседу об атомной энергетике. Это следующая тема для нашей беседы. Спасибо вам. До свидания.